Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурлева и Максим Гоголев. На календаре 28 октября, понедельник, начало новой рабочей недели. Сегодня отмечается День анимации, который отмечается ежегодно 28 октября. Был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино в 2002 году. В честь 110-летия публичного представления первой анимационной книги прошло уже 130 лет примерно. Ну что ж, сегодня также отмечается во многих странах Международный день библиотек. Этот день был инициирован ЮНЕСКО в 1999 году, 20 лет назад. И самое интересное, что обычно этот праздник посвящен всегда разным темам. Также сегодня отмечается День бабушек и дедушек. От души, от сердца поздравляю свою бабушку Анну Тихоновну и всех бабушек и дедушек, которые есть. Ну что ж, я тоже немножко присоединюсь. Но также принято считать днем создания российской авиации 28 октября 1948 года. Именно в этот день в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами. Представляешь, в 1948 году. Вообще, армейская авиация предназначена для решения оперативно-тактических и тактических боевых задач. И за более чем полувековую историю наша российская авиация военная побывала во всех горячих точках России и за рубежом. Ну и сейчас, на сегодняшний день, армейская авиация продолжает демонстрировать мужество и героизм в решении военных вопросов. Да. Агентство стратегических инициатив, далее ОСИ, объявляет открытый отбор общественных представителей. Команда ОСИ ищет амбициозных и активных лидеров и экспертов в технологической, образовательной, социальной и городских сферах для развития экосистемы и максимального представления сервисов ОСИ. Команды общественных представителей формируются в каждом регионе России по направлениям работ, предпринимательства и технологии, образование и кадры, социальные проекты и городские развития. Подробнее на сайте leader-id.ru. Далее давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные улусы в 6 часов утра минус 7, минус 10, днем минус 4, минус 8. Заречье минус 6, минус 11, днем минус 4, минус 8. Южные улусы минус 11, минус 16, минус 4 и минус 5 днем. Вилюйские улусы минус 7, минус 12, днем минус 2, минус 5. Нижнеленские улусы минус 11, минус 17, днем минус 3, минус 5. Западные улусы минус 11, минус 17, днем минус 3, минус 4. Колымо-Индигирские улусы минус 12, минус 21, днем минус 11, минус 20. Очень холодно. Янские улусы минус 18, минус 19, днем минус 14, минус 16. Северо-западные улусы минус 11, минус 13, днем минус 11, минус 12. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 9 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный минус 2, минус 7 метров в секунду. Днем ожидается минус 7, минус 9 градусов. Холод. Ну что ж, друзья, зима постепенно вступает в свои права, поэтому не забываем шапки, варежки и шарфики, утепляемся. Ну а мне хочется напомнить вам, что в следующем году 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. И в связи с этой датой компания НВК «Саха» запускает проект «Фронтовые письма». Так что если у вас сохранились драгоценнейшие письма ваших родственников с фронта, пожалуйста, приносите их нам или приносите их копии для специального нашего проекта. Обращайтесь, пожалуйста, к нам на Орджоникидзе. Да, по адресу Орджоникидзе 48, второй этаж, 201 кабинет. Или прямо к нам на утро НВК «Саха» Санакюн. Ну а сейчас у нас новости. Давайте. В эфире новости расскажем о самых заметных событиях к началу дня. В студии Василий Радченко. Доброе утро.
Якутия вошла в список регионов, в которых первоочередно будут решаться вопросы обманутых дольщиков. Айсан Николаев и генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун подписали в Москве соглашение о софинансировании завершения ряда проблемных домов. Всего на территории Якутии их 15. Средства поступят из Фонда защиты прав граждан, а также федерального и регионального бюджетов. Соглашение предусматривает два варианта решения проблем обманутых дольщиков. Это или завершение строительства, или выплата компенсаций. Республика Саха-Якутия стала одним из первых регионов, которые подписывают такое соглашение, получат реальные средства и смогут уже до конца года по ряду крупных таких объектов, которые у нас как раз числятся в реестре таких обманутых дольщиков, решить проблему. У нас там как раз недостроенные многоквартирные дома, компании «Семир», «Монолит Строй», и вот как раз средства, которые мы получим из фонда, они пойдут на решение этой задачи. В целом, я считаю, что в дальнейшем мы тоже работу выстроим с тем, чтобы уже оставшиеся обманутые дольщики в ближайшие годы, в 2020-2021 годах, уже окончательно эту проблему решить. Я очень сильно рассчитываю, что нам удастся в середине ноября уже выйти на наблюдательный совет, на котором будет определенный механизм этой работы. Я полагаю, что после этого мы уже в этом году сумеем сделать первые реальные шаги для того, чтобы начать реализовывать программу на территории республики. Дни Германии стартовали в столице региона. Они продлятся до 1 ноября при поддержке посольства ФРГ и ряда немецких организаций. За это время организаторы планируют повысить интерес к изучению немецкого языка и культуры, развить двусторонние российско-германские отношения. Накануне в стенах Римской католической церкви состоялся концерт немецкого музыканта Яна Аурелия Дивидюка. Встреча с органом. Любители классической музыки смогли насладиться известными композициями Бетховена, Баха и Моцарта. Дни Германии проходят в рамках года сотрудничества между Россией и Германией в области науки и образования. А также мы проводим в рамках Дней Германии и культурные мероприятия. Дни Германии рассчитаны как на широкую публику, так и на специалистов, ученых, а также, конечно же, студентов и учащихся образовательных учреждений. Также в Якутске прошли научно-практические и деловые встречи. Одной из ключевых тем стало освещение деятельности ученого-этнолога Уллы Йоханссон, автора уникальной монографии «Орнаментальное искусство якутов». Кроме того, будут организованы различные выставки, круглые столы, семинары, конкурсы, языковые олимпиады для школьников и студентов. Я рад быть здесь, в Якутске. Это мой первый концерт здесь, в Якутии, и для меня очень отрадно, что он проходит зимой. Для меня это впервые. Очень рад быть здесь. В концертной программе будут представлены произведения Баха, Моцарта, Листа. 2 года назад Владимир Климовский Свиахатан из Верхневилюйского дома-интерната в одночасье стал известным, когда принял участие в телепроекте «Ты супер» на НТВ и вышел в финал. Сегодня он продолжает свой творческий путь, но уже с братьями. Все вчетвером они учатся в горно-геологическом техникуме поселка Хандага, куда поступили в этом году. С тех пор ребята выросли, окончили школу и стали студентами горно-геологического техникума. Первым в прошлом году поступил старший брат Дима. В техникуме ему очень понравились комфортные для учебы и проживания условия. Поэтому, не раздумывая, позвал младших братьев Володю и Васю, а также названного брата Колю Петрова, с которым выросли в детдоме. В общежитии все хорошо, все благоустроено. Можно чем заняться. В свободное время играем в теннис, готовим еду. С братьями все вместе живем в одной комнате. Играем на гитаре. Как в детдоме все вместе делаем. Володя и Коля учатся на маркшейдеров, Вася на автомеханика, а Дима на бульдозериста. У ребят строгий распорядок дня. С утра занятия, после обеда каждый день репетиции в актовом зале. Они стараются творчески развиваться, писать песни, осваивать новые музыкальные инструменты. У меня, в общем, только 2 песни. Я начал писать недавно, только увлекся. Когда нечем заняться, когда нечем заняться, пишу, либо когда в голову что-то такое придется. В
техникуме ребята создали свою собственную группу «Тын». Сами они объясняют это так. «Тын», потому что мы живем музыкой. Это наша жизнь. Руководство техникума поддерживает ребят во всех их начинаниях. Братья уже планируют свое участие в разных конкурсах и фестивалях. Так что совсем скоро мы увидим и услышим новую группу «Тын» в исполнении бывших воспитанников Верхневилюйского детского дома, а ныне студентов Горно-геологического техникума поселка Хандыга. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. А к этому часу у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Последний осенний месяц принесет серьезные изменения в размеренную жизнь россиян. Какие именно? Давайте разбираться. Итак, с 1 ноября вступают в силу новые правила охраны труда для работников и строительных объектов. Теперь работодатель обязан оценивать состояние сотрудника на стройке, чтобы свести к минимуму непредвиденные обстоятельства и ЧП. Помимо этого, начальство должно обеспечить подчиненных средствами индивидуальной и коллективной защиты. С первого дня ноября в России всерьез возьмутся за борьбу с фальсификатом молочной продукции. Теперь производители обязаны сертифицировать в электронном виде всю готовую молочную продукцию. В ноябре водители смогут поменять бумажный паспорт транспортного средства ПТС на электронный ЭПТС. В нем будет содержаться вся необходимая информация для идентификации автомобиля. Технические характеристики, пробег, прохождение техосмотра, информация о страховании, история прав собственности и другие данные. Все грузовые машины весом более 3,5 тонн необходимо оснастить тахографами с 1 ноября. Это устройство позволяет в автоматическом режиме контролировать соблюдение водителем труда и отдыха. Вот такие новости, так что следите за нововведениями. А далее у нас постоянная рубрика «Школьный опрос». Давайте посмотрим. Назовите столицу Аргентины. Сан-Луис, Буэнос-Айрес или Рио-Негро? Рио-Негро. Рио-Негро. Сан-Луис. Буэнос-Айрес. 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 Столица Аргентины – это Буэнос-Айрес. Чем знаменита фамилия Джугашвили? Джугашвили? Это тоже без понятия. Джугашвили – это, мне кажется, грузинская такая мафия. Грузин. Сталин. Сталин. Ну, это сталинская фамилия. Джугашвили – это Сталин. Ну, это Сталин. Сталин. Какая страна подарила США статую свободы? США есть. То ли Бразилия, то ли это Аргентина была. Бразилия. Франция. 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 Франция, по-моему. Франция. Франция. Какого газа больше всего в составе атмосферы Земли? Какого газа в атмосфере Земли? Ну, мы дышим кислородом, так, наверное, кислород. Углекислого газа. Кислород. Это углекислый газ, наверное. Азот. Естественно, азота больше. Азот. 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 В какое время года сутки короче? Зимой. Зимой. Летом все равно короче кажется. Ночь. Наверное, зимой. Сутки, короче. Ну, зимой пусть будет. Одинаковые же все время, да? 24 часа. Сутки, короче, всегда одинаково. Назовите хотя бы 3 города-героя. Брест. Сталинград. Ворошиловград. Москва. Так, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. Москва, Ленинград, Сталинград. Москва. Так. Севастополь, Киев. Город-герой Севастополь, город-герой Ленинград, город-герой Москва. Город Сталинград, город Ленинград и город Киев.
Ты знаешь, Максим, если бы меня сейчас стали спрашивать школьную программу по алгебре, геометрии, химии и физике, мне бы надо было поставить не двойку, а сразу кол. Ничего не помню. 10 лет на что потратила? Ну вот с бухты-барахты наши все-таки граждане отвечают, могут отвечать, это очень здорово. Ну что-то осталось в голове. Да, я хочу также напомнить, что у нас в прямом эфире работает номер WhatsApp 8914 279 22 62. По этому номеру вы можете написать нам, поздравить своих друзей, либо просто передать кому-нибудь Поделитесь привет. своими хорошими новостями, в конце концов, как вы встречаете свой понедельник. Ну что ж, друзья, ни для кого не секрет, что климат меняется, и под эти изменения приходится подстраиваться как флоре растениям, так и фауне животным. И сейчас вот наблюдается миграция популяции сибирской косули. Инспекторы в связи с этим усилили контрольно-надзорные и биотехнические мероприятия, чтобы охранить и защитить это замечательное животное. В Якутии в настоящее время проходит массовая миграция популяции сибирской косули. Поэтому инспекторы Минэкологии Якутии усилили контрольно-надзорные и биотехнические мероприятия по охране популяции сибирской косули. Как отметили в Министерстве экологии Якутии, по зимнему маршрутному учету в республике насчитывается около 36 тысяч особей косули. В этом году квота выделена на 1627 особей. В связи с активной миграцией косули Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства издан приказ об усилении контрольно-рейдовых мероприятий на территории Республики Саха-Якутия. По зимнему маршрутному учету в республике насчитывается 36 тысяч особей косули. Квота выделена в этом году на 1627 особей. За 10 месяцев 2019 года сотрудникам Министерства экологии передано в органы внутренних дел 15 материалов по уголовному делу по незаконной охоте. В 2018 году было передано в органы внутренних дел 26 материалов по незаконной охоте. В министерстве напомнили, что нарушение правил охоты влечет за собой не только административную, но и в некоторых случаях уголовную ответственность. При этом крупным признается ущерб, сумма которого превышает 40 тысяч рублей, особо крупным – 120 тысяч рублей, а сумма ущерба за незаконную охоту на самку сибирской косули доходит до 200 тысяч рублей. Охота запрещена с транспорта, с применением световых приборов, ну и когда животное находится в бедственном состоянии или в беспомощном состоянии. Это, например, при переправе косули через водоемы, через реки. Уважаемые охотники, просим вас соблюдать правила охоты и не нарушать законодательство. Отправляясь на добычу, каждый охотник обязан иметь при себе 4 главных документа: охотничий билет, разрешение на оружие, лицензию и путевку от охотообщества, в котором он состоит. Эти документы гарантируют законность добычи копытных. Наталья Колесова, Андрей Секретов. Новый день. Ну что ж, я очень люблю животных, я думаю, ты, Максим, тоже. Давай продолжим эту тему. Да, а тема наша следующая вот такая вот. Мы поговорим сейчас о насекомых. Ты знала, что они жили за 400 миллионов лет? Да, они постарше этих нас дней. будут. Да, и они настолько выносливы, что они могут вытерпеть любые катаклизмы. А сейчас следующий сюжет о человеке, который всю жизнь посвятил изучению и коллекционированию насекомых. На нашей планете насчитывается свыше 3 миллионов видов насекомых. Некоторые из них совершенно безобидны, другие смертельно опасны. Изучением насекомых занимаются энтомологи. Александр Иванович посвятил этому всю сознательную жизнь. Я начал собирать коллекцию со школьного возраста, как некоторые сейчас увлекаются с детства. В дальнейшем уже, когда в техникум поступил после средней школы, там была лесная энтомология. Там собирал насекомых и уже начал как бы тематику такую, типа лесные вредители.
Этой же теме наш герой посвятил свою диссертацию и трудился над ней во время работы в Академии наук, где прослужил научным сотрудником ровно полвека. Сегодня в его личной коллекции сотни разных видов жуков и бабочек. Коллекционеры народ очень увлеченный и интересный. Например, в коллекции Александра Ивановича я нашла бабочки, которые старше меня. Они тут лежат на этой ватной подушечке уже с конца 70-х годов. И, конечно же, такая хрупкая коллекция из бабочек и жуков требует немалых усилий и ухода. Когда Александр Иванович иногда уезжал, 2-3 дня, я поднимаюсь там, и у нее пробу все баночки закрытые марлей, увлажнять надо немножко ватой. Вот. Ага. Ну вот, моя работа в этом заключается. Я тоже нахожу, тоже собираем, даже ребятишки у нас внучата. Ой, дедушка, я поймал то-то, то-то. У нас первый внук Дима Андреев защищал в 3-4 классе вредители морковка, ага, там мухи. Ну все, 5 получил. Да, энтомологи будущие. По официальным данным, сегодня в нашей республике насчитывается более 1700 видов жуков. Собранные жуки ложат в баночку с плотной крышкой, так называемую морилку. Морилки бывают уже разные, это стандартная морилка. Здесь ложится усыпляющее вещество или ватка, смоченная эфиром или хлороформом, или же там еще каким, можно даже бензин использовать. И тут полоски бумаги, чтобы они, насекомые, первое время перед замариванием побегали и не запачкали друг друга выделяемой жидкостью. Энтомолог – профессия, в которой без любви нельзя никак. Это мощная научная работа во благо человечества. Это важнейшие исследования, способные перевернуть наши представления об окружающем мире. Усилиями энтомолога Аверинского и его коллег насекомые вошли во 2-й выпуск Красной книги Якутии. Сегодня идет работа уже над 3-м выпуском. Мария Павлова, Андрей Рукавишников. Новый день. Якутск. Ну что ж, вот такие интересные сведения, а «Новый день» продолжает свой эфир. Друзья, зима вступила в свои права, и наконец-то во всех домах тепло и уютно. Я думаю, что сейчас самое время поговорить с нашим гостем. Это Вячеслав Емельянов, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. Вячеслав, доброе утро. Сегодня у нас тема «Отопительный сезон в Улусах». Я думаю, что все отлично. Как у вас настроение? Доброе утро, уважаемые телезрители. Настроение отличное. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить своего отца с днем рождения. У него сегодня день рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, счастья, благополучия. Если говорить о теме, о начале отопительного сезона, нужно сказать, что зима, как вы он отметили, стартовал, да? Зима вступила в законную силу. Все котельные по Республике Саха-Якутия, а именно 1189 котельных, запустились 100%. Подготовка к отопительному сезону шла такими хорошими темпами. В этом году подготовлены все котельные, как я говорил, 1189 котельных, более 3500 километров тепловых сетей, 1410 километров водопроводных сетей и более 750 километров канализационных сетей. Каждую осень, да, ЖКХ наша прям бьется за наше тепло. Расскажите, какой объем топлива должен завеститься в арктические группы Улусов, да и вообще во все республики? Сколько успешно проходит? В целом, если говорить по республике, например, в навигацию 2019 года в соответствии с распоряжением правительства по объемам завезено более 536 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов, а это именно уголь, нефть, дизельное топливо. Все объемы, которые были запланированы, они завезены, но были, как вы знаете, ряд определенных сложностей, связанных с обмелением рек. Да. Буквально летом была аховая ситуация. Как справились? В этой связи часть топлива, а именно порядка 60 тысяч тонн сейчас, то, что запланировано было доставить в Верхоянский район, осталось в Нижнеянске, в Куйге, но тем не менее
значит, те населенные пункты, куда необходимо было доставить топливо, они сейчас имеют достаточно топливно-энергетический баланс, и, соответственно, будут работать до устойчивого открытия автозимников. Автозимники в соответствии с приказом Министерства транспорта Республики будут открыты начиная с декабря по январь месяц. И, в принципе, весь тот объем, который остался в Нижнеянске и в Куйге, это в низовьях реки Яна, будут доставлены в установленные. То есть вот тогда зимой вы довезете необходимое количество топлива, скажем так. Ну, отопление и вообще Якутия, холода, естественно, у нас возникают какие-то чрезвычайные ситуации, да, бывает такое, да. Насколько часто они возникали в прошлый отопительный сезон, и есть ли опасность, что снова появится такая реальность? Ну, ни для кого не секрет, что, к сожалению, технологические нарушения случаются, да, вот если сравнивать с прошлым годом, то в прошлом году у нас было порядка 314 технологических нарушений. Это вы имеете в виду сезон 2018-2019? 18-19, да, абсолютно верно. Из них 55 нарушений было на объектах коммунального комплекса, и остальная часть это, соответственно, на объектах электроэнергетики. Ну, основная причина это в электроэнергетике, если говорить, это обрыв провода, излом траверс, какие-то определенные климатические условия, да, то есть там грозы, порывистые ветра и так далее и тому прочее. Вообще, если говорить о надежности, да, то нужно сказать следующее, что предприятиями электроэнергетики и коммунального комплекса за последние 5 лет проводится очень много работы по повышению надежности работы оборудования. Вот если сравнивать 17-18 год, то на объектах коммунального комплекса, если говорить о крупных таких технологических нарушениях, было зафиксировано 7 технологических нарушений, а за прошедший отопительный период 18-19 было зафиксировано 3 технологических нарушения. Ну, таких То есть есть положительная тенденция? Положительная тенденция есть, и я считаю, что это прямая заслуга наших предприятий, работников, которые непосредственно там трудятся на местах, да. И нужно отметить следующее, что те мероприятия, которые сейчас, так скажем, реализуются в рамках инвестиционных, ремонтных программ, они дают свои определенные плоды в части надежности теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения в целом населения. Ну, с такой тенденцией, я думаю, что через несколько лет у нас будет все 100% идеально. Да. А насколько готово муниципальное образование к отопительному сезону? Там же ведь есть какие-то новые формы документов, да? Да, вот, есть такой приказ номер 103 Минэнерго, да, он обязывает муниципальное образование получать так же, как и ресурсоснабжающим организациям, паспорта готовности к прохождению ОЗП, это осенне-зимний период. Документы предоставляются в Ленское управление Ростехнадзора. На сегодняшний день муниципальными образованиями из 45 муниципальных образований сдали документы 34, это порядка 75%. Буквально в пятницу я проводил видеоконференцию, связь как раз по этой теме с муниципальными образованиями, попросил коллег, чтобы они ускорились в части предоставления соответствующих документов. Как правило, в муниципальных образованиях мало-помалу, но имеются там подведомственные котельные, да, там в социальных учреждениях, домах культуры и так далее и тому прочее. Да. И с нашей стороны непосредственно также производится контроль в части реализации мероприятий по подготовке к зиме. Хорошо. Ну, я думаю, это хорошие новости. Вячеслав, большое спасибо вам и всему ведомству, что у вас так хорошо налаживается работа. Спасибо Хочется вам. пожелать успехов, собранности всем вашим сотрудникам, вашему коллективу. И думаю, что у нас дома будет тепло, хорошо, уютно. Также вашему отцу еще раз поздравления. Я думаю, что он дедушка, да, скорее всего? Да, а сегодня день дедушек и бабушек, да? Совпало. Ну что ж, друзья, мы переходим на рекламу. Вы не переключайтесь, возвращайтесь к нам после рекламного блока. Будет еще больше интересных гостей и сюжетов. Сайылык тайылла илик табырына. Ол сайынгытын, қатылық қытыннада. Сүлүхүннәк таптал. Эргилли. Сәринне төрдүс күнүттен.
Махтал – это благодарность. Махтал – это любовь и забота. Махтал – это тепло и вкус. Махтал – наше сердце для вас. Твердотопливные котлы длительного горения Липснелли Arctic. Инновационный принцип горения сверху вниз с дозированной подачей воздуха. Выносная зольная секция. Увеличенные дверные проемы. 2 режима горения. Липснелли Arctic. Проверено полюсом холода. Күнеркін үтчат театры. Алтыны сүрбағыз күні. Сақа театры. Оньо мотохороллар. Режиссер Захар Никитин. Сәтенне онус күнігер. Истейду баяным ретін бірайық күнді көрәтчілерін аяр жылын сағылыр бастығы консерігер үңірат. Баянынан ұры тойып, көр күлі жора кейхеті. МРТ Total Body – это комплексное обследование головы и тела. Находит мельчайшее нарушение или опухоль в организме, тогда, когда нет еще никаких симптомов. В последнее время в нашем обществе очень популярна тема фондов и фондирования. И поэтому сегодня я очень рада приветствовать в нашей студии победителей конкурса фонда президентских грантов. Это Фёкла Варламова, председатель Ассоциации библиотекарей Хингаласского ВУЗа. И Константин Нифонтов, руководитель проекта «Открытые сердца» за терапию для детей с ограниченными возможностями. Доброе утро. Доброе утро. Как у вас настроение? Прекрасно. Прекрасное настроение. Так, Константин, как называется ваш проект и с чем он связан? Ну, как вы сказали, да, это проект называется «Открытые сердца. Зоотерапия для детей с ограниченными возможностями». Он связан, этот проект связан с реабилитацией, с адаптацией детей с ограниченными возможностями именно по зрению и слуху. Мы работаем с Республиканской специальной коррекционной школой, интернатом. Вот, у нас в команде имеются эти ипотерапевт специальный, да, неврологи, терапевты, педиатры детские, а также врачи ветеринарные, чтобы ухаживать за лошадьми, которые будут именно заниматься. С лошадьми, да? Да, именно с лошадьми. Я знаю, вот. что дети очень любят лошадей. Это получается непосредственный контакт с лошадьми? Да, конечно. Лечит, да, детей? Да, это такой эмоциональный подъем должен быть, да. Ну, как проходит занятие? Вот опишите его. Ну, планируется, у нас вообще в марте начинается, да, первый этап этих занятий. Планируется где-то привлечь около 100 детей. Вот, в месяц где-то 20 детей должно пройти это обучение. Вот, у нас имеется 2 лошади, ну, еще 2 лошади будут. Будут по трудиться проекту, как лошадки. да, 4 лошади будут, которые вместе, соблюдая вот методические рекомендации, которые мы выработали в предыдущие годы работы, будем наблюдать за этими детьми, как это происходит, как эмоционально воздействует, как они, им же сложно вот, адаптация именно в обществе, очень сложно, да, вот, поэтому привитие вот этих навыков поможет, конечно. Ну, я думаю, это очень хорошая инициатива, и действительно тепло животных лечит. Фёкла, ну а как давно существует ваша некоммерческая организация и с какой целью вы решили ее учредить? Во-первых, доброе утро. Доброе. И разрешите поздравить коллег с Международным днем школьных библиотек. Вот, у нас сегодня дата на дату. Да. Вообще фонд президентских грантов существует с 3 апреля 2017 года. И по итогам второго этапа 2019 года по всей России выиграли гранты 2128 проектов. И в том числе оказались и мы. Посчастливилось или вы хорошо потрудились? Да, хорошо потрудились, так скажем. А вообще по линии, общественной линии, да, по линии Союза женских организаций проводится очень много семинаров, встреч. И в одном из них в начале 2017 года мы узнали детально о фонде президентских грантов. И тогда нам
рассказали, как можно и надо создать гранты. Как подать документы, Да, чтобы как подать выиграть, да? документы, как создать вообще некоммерческую организацию. И мы тогда в конце 2017 года пригласили руководителя автолюбителей женщины Якутии Лену Баишеву. И она нам поделилась опытом, детально рассказала о фонде президентских грантов. Ну и вы выиграли. Да, и мы выиграли. Мы были созданы, получается, в начале 2018 года. И по положению можно подать через год только после регистрации. И мы вот на второй этап конкурса подали и выиграли. На что собираетесь потратить президентский грант? У нас проект называется «Территория интеллекта». Она предусматривает для молодежи. Мы в конце этого года намечается переезд в новое здание библиотеки. Проект является краткосрочным. С февраля по май мы будем реализовывать. И в 2020 году? Да, в 2020 году получается, да, так. И для привлечения молодежи сейчас быть начитанным модно, особенно среди подростков. Тем самым можно поддерживать разговоры на различные темы, спорить. Ну, все-таки придется как-то соперничать с гаджетами или дружить в итоге? Да. Найти ту самую вот золотую середину, чтобы как-то вот конкурировать, да? То есть вы ждете у себя в гостях в библиотеке подрастающее поколение, и в каком формате будет выстроено ваше общение с подростками? У нас в новом здании библиотеки также будут находиться Центр психологической поддержки молодежи, и с ними у нас заключен договор, соглашение о взаимодействии, о работе, да, совместной работе. И мы будем привлекать, будем проводить различные встречи с интересными людьми, так скажем, на различные темы. Константин, расскажите, что ожидаете от своего проекта? Ожидания большие, в принципе, да. Это популяризация именно и иппотерапии, в том числе и конного спорта, потому что у нас от имени организации, общественной организации Федерации конного спорта выступили мы, да, где у нас президент, наш ректор Слепцов Иван Иванович. Вот. И с помощью вот этой программы, да, проекта мы планируем увеличить также и количество наших студентов, чтобы они работали как зооволонтеры, допустим, да. Вот есть еще один такой проект, зооволонтеры. Вот. И, конечно же, это самое главное, это физическое и моральное воспитание детей с ограниченными возможностями. По вашим планам, скольким детям вы сможете помочь? Ну, мы поставили себе цель, это 100 детей, да? 100 детей за сезон, за год? Да, за сезон. Ну, до иппотерапия сентября. же сейчас есть уже, получается? У нас есть, да, в нашем конно-спортивном комплексе ЕГСХ есть один единственный иппотерапевт дипломированный, да, Яна. Вот, она занимается именно вот по своей специальности. Вот. Ну и, конечно же, лошадей нам хотим увеличить поголовье лошадей. Они специальные просто лошади. Отлично, что вы выиграли этот грант. Я думаю, вы сможете расширить штат сотрудников и действительно содержать достойно ваших лошадок. Большое спасибо, что сегодня пришли к нам в гости. Еще раз поздравляем с вашими выигрышами. Спасибо. Да, спасибо. Еще раз спасибо большое. Действительно, это и очень успехов, полезно и держите и нас удобно. в курсе. Спасибо большое. А у нас в гостях следующий блок, получается, да? Буквально сегодня, через несколько часов, в 10 часов утра, стартует второй лесопромышленный форум Якутии. И сегодня рада приветствовать в нашей студии непосредственных инициаторов данного замечательного мероприятия. Это Иван Иванович Слепцов, ректор ЕГСХ, и Игорь Владиславович Григорьев, профессор кафедры технологий и оборудования лесного комплекса. Очень рада вас приветствовать. У вас сегодня насыщенный день. Хотелось бы узнать, смотрите, первый лесопромышленный форум состоялся на базе ЕГСХ в 2018 году в мае. В этом мае, в 2019 году, у вас проходит круглый стол на тему проблемы и перспективы лесного комплекса Республики Саха-Якутия. На нем участвовало 250 выступающих из, по-моему, 10 регионов. Да? Да. И вот сейчас, конец октября,
уже стартует второй форум. Да. С чем связана такая интенсивность Такой ажиотаж, ваших мероприятий? действительно, да. Есть действительно спрос, есть проблемы, которые стоит обсудить? Доброе утро. Да, действительно, как бы время быстро летит. И вот мы уже при инициативе наших партнеров, 10 крупных компаний Российской Федерации мирового масштаба, вот проводим сегодня, начинаем работу нашего форума. Конечно, этот форум проходит при поддержке правительства республики. Сегодня выступит сам министр промышленности, господин Терещенко Максим Викторович. Мы принимаем наших партнеров и всех желающих принять участие. На базе нашей сельхозакадемии ЕГСХ сегодня хочу сказать, что да, форум востребован. Почему? Потому что мы по лесным ресурсам занимаем одно из ведущих мест нашей страны. И эта отрасль слабо развита на нашей территории. Поэтому действительно вот случаются пожары, да? Пожары идут ежегодно, проблем хватает. Действительно, вот это надо все обсуждать, решать и, конечно, уменьшить число пожаров, разных бедствий, экологических катастроф. Для этого мы должны вот эти мероприятия проводить, обсуждать и, конечно, принимать решения для улучшения ситуации. Также вот 1,5 года назад открылся факультет, да? Да. Факультет лесного комплекса. Лесной факультет, да? Да, вот какие задачи на него возложены и как вот, ну, да, конечно, 1,5 года мало, но как справляетесь? Ну, сегодняшний день подготовка кадров – это одна из актуальных вопросов на повестке дня. Мы сегодня имеем факультет уже лесного комплекса и землеустройства. Мы привлекли ведущих ученых, значит, нашей страны, вот как наш коллега Григорьев Игорь Владиславович, Куницкая Ольга Вадимовна и Тамб Александр Алексеевич. Они вот люди очень компетентные. И плюс наши кадры, местные ребята, которые учат наших студентов, значит, как стать лучшими специалистами в этой отрасли. Игорь, расскажите, а в этом году кто принимает участие в форуме? Более 10 компаний уже записались в качестве спикеров. Хочу особо отметить компанию «Сателлит Телеком», которая сейчас передовая в области цифровых технологий в лесном комплексе. Сегодня они презентуют доклад о сквозной учете древесины от растущего дерева до готовой продукции, что позволяет в том числе бороться с черными лесорубами и значительно упрощает отчетность предприятий. Наш давний партнер компания «Штиль», с которой уже завтра начинаются у них мастер-классы на базе Академии, ставшие традиционными. И по просьбе мэрии города Якутск в этом году наши студенты будут выполнять санитарную рубку в парковой зоне. И, насколько я знаю, древесина, которая будет вырублена, это сухостой, будет передана малоимущим семьям с печным отоплением. Так что я очень рад, что нас видят и органы власти, и компании. Иван Иванович совершенно прав. Если да и обычные плотники тоже. Первый форум проводился по нашей инициативе, теперь к нам уже обращаются с такой просьбой. Более того, послезавтра уже, да, совершенно верно, послезавтра вместе с Саха-Экспо мы проводим круглый стол по лесному комплексу, а в конце мая уже намечен большой форум по деревянному домостроению, который крайне важен для республики. Еще хочу отметить компанию СВС, которая презентует современные вахтовые дома, где можно жить с большим комфортом в совершенной глуши. И эти вахтовые дома поставлены на территории Академии. Любой желающий может с ними ознакомиться. Это достаточно важно не только лесникам, но и всем, кто работает вахтой. И я даже... думаю, кто примет участие в форуме или сходит на выставку, действительно впечатлится. Ну, а как вы оцениваете перспективы развития лесного комплекса в нашей республике? То есть что будет через 5-10 лет? Иван Иванович совершенно правильно сказал, что сейчас по запасам леса Якутия во многом лидирует. Но есть большая сложность в том, что слабо развита дорожная сеть, отсюда идут пожары, отсюда болезни леса. Лес – организм живой, ему нужно обновляться. Есть простое правило – лес горит там, где его не рубят.
Не так давно мы с Иваном Ивановичем посетили Финляндию, ознакомились с передовым опытом этой страны. Страна небольшая, не имеет ни нефти, ни газа, ни других ископаемых. Вместе с тем 80% благосостояния – это лес. И наша задача основная, чтобы передовые практики лесопользования были внедрены в Якутию. Рентабельно использовать, да? Конечно. Этот лес? Ну что ж, Иван Иванович, я думаю, что ЕГСХ взрастит новое поколение хороших специалистов, и действительно лет через 5, через 10 мы увидим хорошие результаты, наши леса будут цвести и не будут гореть. Большое спасибо, что к нам сегодня пришли. Спасибо. Спасибо. Большое Ну а у спасибо. нас реклама, друзья, не переключайтесь. Социальный сетемнеңі етенне балыға болланырыр, манна балыға болланырыр ден сұрақ сотыры тақсар болы. Бұл сұрақ түрі өттәқ төден, онына дұробыя қарысты болы национальный барыл олыққа қайдақ керен хериден ұйтыларға қорыйдық бұд. СКА Мебель осенний ценопад до 40%. Кухни, диваны, мебель для офиса, детских садов и школ можно оформить в рассрочку или кредит. Ждем вас по адресу 50 лет Советской армии 30. Телефон 700 590. Элегантность, роскошь, изысканный стиль шикарных шуб. Торговый дом СРБК. Уважаемые жители республики, не упустите возможность приобрести новые квартиры на улице Строителей в городе Якутске. Звоните 459 359. Впервые в Якутске. Огромный выбор пуховиков и модных пар в центре верхней одежды «Торнадо». Скидки и рассрочка до 2 лет. «Торнадо». ТЦ ГАИ, 2-й этаж. Позабыли, не купили, только время упустили. Делаем умнее. Покупаем квартиру в строящемся доме на улице Полины Осипенко. Старт продаж. Сейчас самое время. АО ДСК 33 13 28. 10 ноября. Сахая. Рыгыт Джилхата. Дни школьных каникул, сказки от Оле Лукое. Этинни кискүнигер кеhe 6 жастан саха циркатыгер эстрада хулустара уанна саха цирк артыстар кыттылах иға мақталген улахан концертке ыңырабыт. Кири билеттеринен көміс оңықтар оңын оқтара. Доброе утро, друзья! Вы смотрите телеканал НВК Саха и программу «Новый день». Да. А у нас сообщение. Поздравляем ветеранов комсомола с завтрашним праздником. День комсомола, с Днем юности и молодости. Вот такие хорошие новости, вот такие хорошие поздравления. Да. Ну, а у нас следующий сюжет, и он посвящен тому, как для воспитанников психоневрологического интерната провели мастер-класс по работе с полимерной глиной. Вот так интересный досуг можно организовать в таких медицинских учреждениях. Давайте посмотрим. Организовать интересный досуг для людей с особенными потребностями – одна из основных задач психоневрологического интерната. Для своих подопечных сотрудники стараются обеспечить интересную жизнь. Ну, так как у нас они все, получается, от 18 и старше проживают, поэтому кто-то пришел к нам с детских домов, кто-то у нас уже семей. Поэтому в общем объеме у них, как сказать, все равно разные интересы. И мы пытаемся и стараемся именно вот пойти по этому направлению, кому что интересно. Они больше интересуются, конечно, культурными мероприятиями, такие как вот посещение концертов, интересуются новыми, считай, программами. Очень нравится, считаем, именно развлекательные моменты. На мастер-классе, который проходит во 2-й раз, воспитанники интерната своими руками декорировали баночки из полимерной глины. Сюда я пришла на мастер-класс по полимерной глине. Вот мы сегодня декорируем баночки с пациентами. И мы занимаемся мастер-классами уже 3-й год. У нас есть мастер-классы как по полимерной глине, так и по слаймам, там, по росписи по ткани, витражная, точечная роспись и так далее. Да? Ну, со мной связалась сотрудница интерната, это Айгуль Юсупова, и попросила что-нибудь придумать именно для своих вот воспитанников. Меня порадовало то, что они такие заинтересованные, очень сосредоточенно работают, да, такие молодцы.
очень живо реагируют на какие-то там новшества, на инструменты и так далее. Воспитанник интерната Александра Потапова родом из Верхоянского района. Проживает здесь 8-й год. По ее словам, такие мастер-классы сплачивают коллектив, здесь они общаются, интересно проводят время. И мы сегодня собрались делать баночку, красить глиной. Хотели еще посетить мастер-классы брошки и по зодиаку. Досуговые мероприятия в интернате играют неотъемлемую роль в жизни воспитанников, ведь для большинства его обитателей казенное учреждение стало последним надежным пристанищем, а сосед по комнате – единственным другом. Наталья Колесова, Андрей Секретов. Новый день. Друзья, это новый день, и наконец-то настала минутка, скажем так, женской темы. Каждую весну проходит известнейший конкурс молодых дизайнеров Fashion Boom. И сегодня в связи с этой темой у нас в гостях в студии присутствует Елена Яковлева, директор Якутского колледжа технологий и дизайна, организатор конкурса. И Вера Дордосова, победительница 6-го всероссийского конкурса молодых дизайнеров, финалистка всероссийского конкурса «Русский силуэт», который прошел в городе в Москве. Здравствуйте. Доброе утро. Как настроение? Я вижу, что бодрое, хорошее. Елена, но понятно, что Fashion Boom – это большая путевка в мир дизайна, в мир индустрии для молодых дизайнеров, да, для наших. Расскажите, пожалуйста, в каких международных и всероссийских конкурсах участвовали победители Fashion Boom? Какие у них успехи? Какие результаты? Якутский колледж технологий и дизайна, как один из представителей будущих специалистов креативной индустрии республики, ну и России, скажем так, да, вот мы постоянно проводим этот конкурс и собираемся в 6-й раз проводить уже в марте месяце большой конкурс недели моды, и готовясь к этому мы сегодня проводим колледжный этап. И все те 5 конкурсов, которые у нас проходили, начиная с 4-го конкурса, мы стали представителями большого международного конкурса молодых дизайнеров и моделиров «Русский силуэт». И вот мы хотим сегодня уже показать вам первую коллекцию победителя 3-го нашего конкурса Айнитовой Айталины, которая сейчас находится в городе Санкт-Петербурге, учится, получает высшее образование уже по набранной специальности дизайнера одежды. Ну, давайте посмотрим. Коллекция называется «Арылы». Арылы – это дочь Тыгына Дархана, оказывается, и самая любимая дочь, и мы погружаемся в эпоху Тыгына Дархана. Пожалуйста. Сейчас наши девушки пойдут и продемонстрируют нам. Пожалуйста. Коллекцию представляет театр мод нашего колледжа. Театр мод называется «Подиум Арт». Руководитель «Подиум Арта», студентка 3-го курса нашего колледжа Анита Бугуева. Ну, очень интересные цвета, я смотрю, такие. Не совсем, скажем, в национальном стиле, да? Не совсем эпоха, вы можете сказать, что не совсем эпоха Тыгына Дархана, но вот автор погрузился в ту эпоху, да. Ага. Смотрите, а аксессуары, они входят в коллекцию? Аксессуары входят в коллекцию. Вы очень хорошо подметили, да, вот аксессуары сделаны руками наших косторезов и ювелиров, и как раз именно по эскизам нашего автора. Девушка из этой коллекции, какая она? Для каких девушек она, вот это направление может быть, подходить, скажем так? С одной стороны, можно сказать, что такая романтичная, да, вот, если смотреть. С одной стороны, романтичная, но с другой стороны, целеустремленная. Сильные линии плеча. Да, вот готовая к тем преобразованиям, которые стоят у нас впереди, да, скажем так, да, вот поэтому, смотрите, очень такие даже современные, да, вот линии идут. Поэтому я так думаю, что актуально не только вот в те времена были, да, те национальные мотивы, которые все-таки чувствуются. Какие используются? Ткани разные, в сочетании, начиная от какого, Вера?
шерстяного и заканчивая такими очень легкими тканями. Да, я вижу, что они сочетаются очень интересно, Да. особенно вот в том комплекте с жакетом цвета охры, наверное, да? Да. Легкое платье — это шелк или что-то типа такого, да? Да, очень легкий шелк и в сочетании с таким вот тяжелым каким-то шерстяным, да, вот материалом получается. Да. Ну что ж, девушкам большое спасибо за демонстрацию. Честно говоря, я как натура романтичная положила глаз вот на это красивое платье. Ну что же, а кто оценивает работы участников? Кто судьи? Судьями у нас, значит, как говорится, экспертным жюри, председателем у нас является бессменно Августина Николаевна Филиппова. Значит, идейным вдохновителем нашего конкурса Зинаида Заболоцкая, кандидат искусствоведения, является. Вот она пришла с таким предложением провести этот конкурс, и с этого мы и начали. Постоянно до 5-го еще конкурса постоянным еще представителем, сопредседателем у нас был Петр Яковлев, очень знаменитый, да, вот тоже модельер, который вышел из нашей республики и сотрудничал. У вас все мэтры прямо. Сотрудничал с русским силуэтом, и вот с 2017 года он передал представительство в русском силуэте нам, нашему колледжу, и мы вот буквально на той неделе получили свидетельство такое официальное о том, что Якутский колледж технологий и дизайна является представителем данного большого международного конкурса, поэтому мы победителя направляем на этот конкурс. А так победители, как вы спрашивали, участвуют после фэшн-бума на многих международных конкурсах. Это на мода, Все дороги им в Москве. Да, Но вот. у нас сегодня в студии сидит Вера Дардосова. Немножко Непосредственно волнуется, участница, вижу, да? да? Да. Представьте ее, и мы поговорим с Верочкой. Вера Дардосова у нас студентка-выпускница этого года. Она стала победителем последнего нашего, предыдущего, скажем, да, вот У нее конкурса. тоже есть коллекция на Да. конкурс? У нее тоже есть коллекция, с которой она уже выступала на этом международном конкурсе «Русский силуэт». А скажи, Вера, как ты вдохновляешься, где берешь идеи? Обычно я беру идею отовсюду. Ну, например, с интернета. Также во время прогулки в музеях фотографирую там понравившиеся элементы, картины, а потом все это собираю и самые вдохновляющие изображения картины распечатываю и потом прикрепляю их в скетчбук. Скетчбук — это мой... Я думаю, что, Вера, сейчас мы попросим девушек как раз пойти и показать нам эту коллекцию, мы продолжим разговор. Ну, это называется насмотренность, Максим, если ты не в курсе, Я как даже не в мужчин. курсе. Да, когда ты вдохновляешься, когда ты впечатляешься, когда ты берешь какие-то идеи. Ну, а дальше от эскиза на бумаге к конкретному изделию. Ну вот, это эскиза на бумаге, да. Это довольно трудоемкая работа, да, и кропотливо очень. И тут нужно учитывать все нюансы, также обращать внимание на детали. Я готовилась Итак, телезрители, мы смотрим. да, вот. к этой коллекции 3 месяца. Каждый день с утра до вечера я работала над коллекцией и думаю, это того стоит. Хорошо. Ну, а победа в фэшн-буме как поменяла твою жизнь? Появилась уверенность? Да, я горжусь собой, и также я поняла, что это мое. Это было для меня большим испытанием, и я нашла свой путь и свою Ну, это стезю. здорово, действительно, я так посмотрю, это как бы можно отнести к повседневному, да? Да, я делала в Так, стиле Максим casual, демонстрирует уже да. успехи. Да, я не должен отставать, да. Это пэтчворк, работа Да. в стиле пэтчворк. Да. Пэтчворк — это как мозаика, что-то вроде мозаики из ткани. Да, все вот эти полоски в технике пэтчворк, да, все это отдельно лоскутками, все это пришивалось. Ну, у нас остается буквально меньше минуты. Я знаю, Вера, что вы еще и косплеем увлекаетесь, да? Кстати, да. Да. Что вам Это больше мне нравится интересно, да. создавать? Вот такие реальные комплекты или фантастические? Ну, мне больше всего нравятся более творческие, художественные наряды создавать. Все-таки наряд это зависит от личности. От кого-то. Да. Ну что ж, я думаю, что мы еще услышим про Веру, что она нас порадует с высоких симбиозной подиумов, да. коллекцией. И, Елена, Вера, большое спасибо, что пришли, что порадовали женский взгляд сегодня в эфире. Я думаю, что мы с вами еще встретимся. Вам успехов дальнейших. Спасибо. Наши дорогие телезрители, всего хорошего вам. До скорой встречи.